Если вы работаете на Хорду и там на левый берег, то, соответственно, вот «Казахстанская правда», ваш канал, там, «Егемен Казахстан», Литер, ну и Facebook. Здесь на левом берегу читает Facebook. В этом плане очень круто вот, делать казахоязычный контент. Я думаю, что в Казахстане за ним будущее вообще. А жизнь в Казахстане опасна для вашего здоровья. Ну да, я понимаю вообще, что бы я хотел изменить в этой стране, но нет возможности. Это была трагедия, потому что если такие люди умирают, да, вот просто так ни за что, ни про что, наша ценность жизни вообще ничего не представляет. И да, и чихнул, получается, и мне человек пишет: «Будь здоров». И мне как-то так, напряг. В смысле, это незнакомый человек? Да, я его не знаю, да, конечно, он подписчик мой в Фейсбуке. Ой, это жутко. Это жуть, да. То есть, и это же много таких людей, то есть энное количество людей набралось уже. Я всегда скептически относился к популярности, к своей, да, собственно, потому что я... Не верили в нее, да? то есть я в нее не верил, да, и я всегда максимально старался, не быть популярным. Нет, наоборот, мне не надо, да, для моей работы этого не требуется вообще совершенно. Для моей работы однозначно нет. Смотрите, я работаю с разными людьми, да, и при этом я очень критически, да, оцениваю власть, да, критикую, что-то пишу, а это люди, которые представители госорганов. И им важна моя работа, да, им нравится то, что я для них делаю. То, что мы для них делаем, все такое, они улучшают свои процессы внутри, но при этом им может прилететь за то, что они со мной работают. Может прилететь. И я не хочу... То есть вы хотите, чтобы ваше... мое мнение, да, не влияло, да, чтобы моя работа, да, чтобы мое мнение не влияло. И наоборот, чтобы я работал с людьми, но при этом я свободно мог выражать свое мнение по разным темам, без проблем. Вот были такие ситуации, на самом деле, что из-за того, что я критически высказывался о каких-то там министерствах, просто шутил, из-за этого думали, что мои партнеры как бы страдали от этого, так скажем. На них было давление оказано из-за того, что они думали, что как будто мои партнеры через меня, потому что я могу сказать, они не могут сказать, какое-то мнение прокидывают. Понимаете? Это подведомственные организации, они между собой там как-то работают, сотрудничают, а я тут, получается, они не могут это сказать, и как будто через меня это транслируют. Хотя у меня свое собственное мнение на все, вообще никогда через меня невозможно чье-то мнение протранслировать, это однозначно. И даже если, например, происходит такая тема, что все ее обсуждают, у меня есть по этой теме много как бы что сказать, но тут начинают мне писать: «Скажи, а почему ты молчишь на эту тему?» Я автоматически... Сразу эта блокировка у меня происходит. Я не могу... Пишите на хайповые темы? Я пишу на хайповые темы иногда в волне. То есть, я не... Мне казалось, что ваше... Оно хорошо расходится, потому что знает все контекст. Да. Все знают контекст, и мне не нужно писать начало шутки, я пишу конец шутки. И поэтому так происходит. Но я не пишу на все хайповые темы однозначно. То есть что-то происходит, например, начинается... Про многодетных детей я не писал, потому что мне было очень сложно. То есть я такие темы трагические никогда не затрагиваю, я очень сильно переживаю по всем этим темам. Шутки, возможно, просто. Я писал что-то, что у нас нужно на свидетельстве о рождении писать: «Жизнь в Казахстане опасна для вашего здоровья». То есть, по-моему, что-то такое я писал, какой-то был такой у меня крик души, но я вообще, когда вот такие происходят ситуации, я очень сильно ухожу в себя сразу, я очень сильно это переживаю, и я вообще стараюсь не писать, в соцсети стараюсь не заходить, потому что там, или читаю, чтобы новости узнавать какие-то, потому что очень тяжело это все, я вот прям воспринимаю, очень сложно. Когда вот погиб Денис, это была прям черная неделя для меня, я вот прям... Да, с Денисом мы общались, то есть мы не были друзьями, да, я его фанат просто был, по факту. Он пригласил меня на свое мероприятие, вот концерт, который был в Ледовый дворец, последний в Астане. А я улетел на съемки документального фильма в Атырау, не смог пойти. Вот он меня лично пригласил, и он говорил мне, что он читает мои шутки, смеется. То есть для меня это было вообще очень неожиданно. То есть, и он был такой классный парень, светлый такой. Даже если бы я его никогда бы не знал, я все равно к нему очень классно относился, потому что он реально был светлым человеком, супер крутой. Я не знаю, я не видел в нем изъянов. Вот. И это была трагедия, потому что если такие люди умирают, да, вот просто так ни за что, ни про что,
это ужасно, да, нелепо, нелепо. Если такие люди умирают, то мы вообще простые люди, которые там ничего из себя не представляем, наша ценность жизни вообще ничего не представляет. Вот так, это вот такая была внутри жесть вообще. Ну, то есть я в такие вещи вообще никогда не лезу. Потом, когда начинают нападать на кого-то толпой, на какого-то там министра, на какого-то там еще какого-то чиновника толпой просто вот реально там изгаляются. Или еще не просто на чиновника, на обычного какого-то пользователя. Бывает человек, с чьим мнением я вообще не согласен. Вообще я просто его не перевариваю, да, и человека не перевариваю, и его мнение очень ужасно мне. Но я не нападаю на него никогда, потому что я смотрю, я не люблю участвовать в толпе. Вот когда толпа начинает нападать по шакалье. Есть люди, которые мне не нравятся в интернете, да, персонажи. Я честно им в лицо говорю. Ну, мы встречаемся же, туса маленькая. Я им об этом говорю. Мне не нравится то, что вы делаете, все. И часто бывает так, что меня приглашают на какие-то мероприятия, как блогера, да, я себя вообще не считаю блогером, как блогера там, или как лидера общественного мнения. Я спрашиваю, кто будет? Кто будет? Они говорят, вот эти, вот эти, вот эти. Я говорю, извините, но я не смогу прийти, потому что у них плохая репутация. И я не хочу быть вместе с ними продажным. Блин, знаете, у меня какие вещи, какая проблема у меня в голове? Это проблема в моей голове. В общем, я очень не хочу превращаться в человека, который пишет на потребу. То есть вот сейчас какая-то тема возникла, все ее обсуждают, я не верю, что я якобы вот этим постом могу на эту вещь как-то повлиять. Я не верю в это. Ну, то есть это очень маленький процент веры. Вот моими... А вот поднимать темы, которые не на повестке. Есть вещи, какие-то бывают серьезные вещи, да, которые не повестке, но их поднимают. Мне кажется, что я просто люблю своих подписчиков, да, и мне кажется, что они очень умные люди. А мне кажется, что они очень умные люди, и не хочется писать очевидных вещей вот для таких людей. Не хочется. Вот, например, не перебегайте дорогу в неположенном месте, да? Не-не-не, я не про такое. Вот, например, Мада Мусина, Мада, которая, да. ну там сейчас она топит за экологию, да. Там какие-то еще, там, она книги собирает. Ну, то есть человек, ну, она выбрала свою тему, да, она выбрала свою тему. Не я говорю, что она уже книги для детей собирает, еще что-то. Ну, в целом, мне кажется... Ну, может быть, у нее такая потребность есть высокая, помогать там какой-то благотворительностью заниматься, да? У человека есть внутри потребность. Она у всех есть. Я занимаюсь тоже разными видами благотворительности, но я это делаю не в открытую. Да, да. Не потому, что я считаю, что это плохо. Я, наоборот, считаю, что люди, которые делают что-то хорошие вещи, они должны об этом говорить, чтобы провоцировать людей на другие хорошие вещи. Но мне просто так легче. Я просто... Я не про то, что даже... Да. Ну, а вот что касается темы вот эти вот, которые касаются сбора там чего-то на что-то, да, я их никогда не касаюсь. Это слишком ответственные вещи, которые я... Еще такой человек, который, если я начал чем-то заниматься, я туда головой ухожу. Головой. Я начинаю, если я что-то делаю, то все, я бросаю все какое-то вот второстепенно и занимаюсь вот этим всем. Если я понимаю, что если сейчас начну куда-то, где-то что-то помогать животным или бегать там с людьми, то я буду, да, я брошу все, у меня семья будет креном пойдет, еще что-то пойдет, работа пойдет креном. Я пока снимал документальный фильм, у меня там куча проектов на бок начали, потому что я занимался этим, прям вот жил там этими всеми вещами. Поэтому вот так. А что касается тем, которые вот писать, искать об этом все время вот так вот. Я что-то вижу, да, если есть, я чувствую, что я могу повлиять, да, на процесс. Я чувствую, что надо вот об этом сказать. Я пишу, там кроме вот этих вот, есть вещи, которые я пишу, они, может быть, в форме шутки где-то написаны, просто расходятся так лучше информация. Да. И люди просто так привыкли с моей подачи, да, стиль. А по факту все равно даже вот эти вещи, которые я пишу, шутки, да, они заставляют людей, которые попадаются, ну, то есть они, герои этих шуток, скажем, да, меньше косячить. Я не думаю, что прям я кого-то заставил меньше косячить, но косвенно, но толпой мнением, да, как минимум говорить лучше и правильнее, нормально доносить, да. То есть сейчас чиновники боятся говорить, что-то ляпнуть, чтобы не попасть на язык нам. Да. В этом плане
чуть-чуть, может быть, думать больше будут. На самом деле дело не в эго. Ну, в эго, конечно, все вот в соцсетях, Нет, всё в эго. все эго. Все эго, все про подъем самооценки, мы максимально это используем. В общем, просто есть... Может, видение какое-то. Ну да, я понимаю вообще, что бы я хотел изменить в этой стране, но нет возможности. Я понимаю, что я хотел бы видеть эту страну, то есть я вообще очень сильный патриот. Патриот не вот этот, который флагай, машет, там, Алха, Халстан, все такое. Я хотел бы здесь жить, это вообще, я не вижу себя вообще нигде, кроме как в Казахстане. И я хотел, чтобы здесь было классно, то есть для меня, для моей семьи, там, чтобы не было куда-то там бежать нам не нужно было, да, от каких-то там вещей, от безденежья, еще от каких-то проблем. Вот, я хотел бы, чтобы в этой стране жили счастливые, богатые люди. Это утопия, конечно, да, но какой-то сдвиг может быть. Потом я хотел бы, каким путем мы это все можем изменить? У нас нет вообще возможности выбирать. У нас нет возможности выбирать, когда-то она возникнет все-таки. Мы к этой возможности должны подготовиться. Окей. Мы должны к этой возможности подготовиться, у нас должно быть развито критическое мышление. Завтра, вот сейчас эра популистов, да? Сейчас очень легко человек может набрать подписчиков на популистических темах. Он будет говорить, давайте мы красные будем против белых. И все, кто вот как-то они к этому склонялись, они будут вместе с ним бежать, да? И вот когда придет время выбора, настоящего выбора у нас произойдет такое время когда-либо, люди не будут знать, у нас проблема в том, что мы уже выбора никогда не было, и мы не знаем, что выбрать. Когда бывает, когда человек, который приезжает в супермаркет, который был только в маленьком магазине, да, он приезжает в супермаркет, и он охреневает от обилия вообще того, чего есть, да. То же самое, приезжает человек из региона, он заходит там в торгово-развлекательный центр и не знает, куда ему там бежать, куда ломиться, все такое, да. Наша задача подготовить людей к этому, подготовить к критическому мышлению, скептически относиться к популизму, скептически относиться к лозунгам, ко всем этим вещам. Человек завтра пообещает, он вообще миллиардер, там, да, он им всем говорит, надо все отобрать и между всеми поделить. Миллиардер не может так рассуждать. Миллиардер никогда не будет так рассуждать. Если он это говорит, значит что-то где-то он лукавит. Нужно это людям объяснять. И я верю, что вот как бы часть моей миссии какой-то, наверное, да, если там это можно назвать миссией, в принципе. Я скептически вообще к роли своей своего влияния на людей отношусь. Хотя бы вот так микроскопически подготавливаю людей. И вот энное количество людей у меня набралось. То есть у меня классные подписчики. Я считаю, что у меня вообще крутые подписчики, супер крутые, очень умные люди. И я прям радуюсь, когда вот они реагируют. У меня очень много журналистов на меня подписано, очень много там, и чиновников очень много подписано. Они не лайкают, но они читают это все. Они многие вещами, они совпадают мнения. Когда мы разговариваем в приватном разговоре, они смеются, они говорят, да, мы там этого разного звена там чиновники. Вот. И образованных очень много людей у меня. Очень много образованных людей, образованных не в плане того, что они получили хорошее, там, высокое какое-то высшее образование, там, крутое. Нет, они образованные, они начитанные, они умные, интеллектуальные. Вот у меня очень такая классная прослойка. Я не стремлюсь быть как Хайрат Нуртас популярен, понимаете? Можно быть популярен как Молданазар. Молданазар, он мало популярен, да? Но у него классная музыка. Вот, и он какой-то андеграунд, да, по сути, для тех людей, у которых есть вкус. Я вот тоже не хочу, чтобы у меня было там миллионы. Что касается вот рекламы на страницах, я ее не публикую. Я не против рекламы вообще, я за рекламу. Я сам нанимаю людей, оплачиваю людям рекламу. Я бы у себя размещал рекламу, если бы ко мне пришли с нормальным предложением. Ко мне приходят всякие там букмекеры, всякая чушь. Я их всех отшиваю. Вот и все. И еще, например, я не беру такую разовую рекламу или рекламу того, чего я никогда сам не пробовал. Это же нелепо. Еще у меня 90% моих людей, которые пришли ко мне с рекламой, они пугаются того, что я говорю, обязательно будет там реклама, слово реклама. То есть я скажу, что за этот пост мне заплатили деньги, вот, или подарили там еще что-то сделали. Да, и они говорят, не, мы хотим, чтобы вы сказали, как будто вы шли мимо, там попробовали и вам понравилось. Я говорю, зачем я буду людям врать? Самое дорогое, что у меня есть вообще в принципе, это доверие людей вообще, да, репутация. Она дороже, чем 100 тысяч, 200 тысяч, миллион тенге.